Друзья мои дорогие, я вас всех от души приветствую на нашем канале. Политгараж всегда с вами. Смотрите наш канал. Мы отправляемся по городу проехаться немножко. Смотрите, какие шикарные тучи стоят над нашим городом. Я не знаю, как это, кучевые облака, да, или как это называется. Так, у нас рабочий день сегодня закончился. Ну а так как у нас уже почти белые ночи, мы можем кататься хоть всю ночь по нашему любимому городу, по нашей любимой столице алмазного нашего края. Друзья, ну сейчас немножко прокачусь по городу, пробежимся по нашим комментариям, пробежимся по отзывам за последние видео. Друзья мои, огромное всем спасибо за подписки, за просмотры и за лайки и дизлайки. Но дизлайков у нас, как всегда, не было, поэтому это очень и очень хорошо. На нашем канале только адекватные, только нормальные люди. Я вас всех уважаю, всех люблю, всем жму крепко руку. Вот. Друзья, огромное всем спасибо за то, что вы смотрите и живете, можно сказать, на нашем канале. Давненько я не выкладывал ничего нового. Ну вот, отгремели последние салюты. Вернее, еще впереди один небольшой праздник. Это, вернее, большой праздник, 9 мая, День Победы. Не буду дожидаться, когда отгремят последние салюты. Первомайские праздники прошли, Пасха. Все, как говорится, прошло уже. Немножко я тут покатался на своем вездеходе, самокате, и, блин, упал и немного повредил. Покатался я по нашему любимому городскому парку, снимал для вас интересные видео, и, ну, вы его смотрели, да, и, конечно, это искусство требует жертв. Вот так теперь хожу. Ну, ничего страшного, видите, все шевелится, все работает. Переломов нет, как сказал доктор Айболит. Друзья мои, едем дальше. Мы сейчас едем по улице шоссе Кирова. И поедем немножко по Тихонова. По улице Тихонова, да. Даже не знаю, уже вроде как все уголочки нашего города заснял. Но мне кажется, хоть каждый день снимай, каждый день как новый. Видите, сегодня вот красивая облачность. Вчера не было. Травка еще даже близко не прорывается, потому что первые теплые дни, друзья мои, прям первые теплые деньки, когда сошел быстро весь снег, все немножко даже подсохло. Я сегодня даже помыл машину, она прям сегодня у меня как новенькая выглядит. Так, видите, к 9 мая уже подготовились все городские... городские власти, короче, приняли меры, и теперь наш город выглядит очень красиво. К Дню Победы все готово. Везде подметают, везде убирают. Вы смотрите, после новогодних, первомайских праздников везде проходят субботники. Я смотрел в инстаграме, Якутск весь вышел на субботники. Город Мирный, кстати, ну частично, но тоже не отстает. Везде ходят люди с веничками, с граблями, убирают после зимы весь мусор. Молодцы, молодцы. Мы тоже, наверное, устроим небольшой субботничек. Соберем мусор, подметем. Вот смотрите, видите, молодежь вон тоже отдыхает, потому что уже вечер. Видимо, только что закончили все мероприятия по уборке города. Студентов в городе очень много. Поэтому есть кому заняться уборкой. Университеты у нас работают. Учеба в школах, по-моему, тоже не прекращалась. Муниципальные власти, муниципальные предприятия все тоже работают. То есть почта, телеграф, телефон, все в работе. Ну и как и мы, предприниматели, тоже все работаем. Предприятия акционерной компании частично, как они сказали, на усмотрение, на свое усмотрение, короче, половина работает, половина не работает. Как правило, обычно бухгалтерия, там проектные какие-то там организации, они на свое усмотрение вышли на работу. Как-то так.
Что еще интересного произошло у нас с 1 по 5 мая? Смотрите, друзья мои, на эту Пасху, значит, прошел малый крестный ход вокруг нашего храма, да, Свято-Троицкого храма. Участвовало очень много людей, все, конечно, не поместились, но прямо народу было столько, что ой-ой-ой. Люди соскучились по настоящим праздникам, потому что в прошлом году и того не было. Храм был открыт, службы проходили не в онлайне, как в прошлом году, а нормально. Ну, единственное, с небольшим там дистанционированием, короче, на дистанции люди друг от друга стояли, дабы не провести короче, чтобы не распространить заразу. Так, мы с вами выехали на улицу Ленина. Смотрите, уже вечер, никого практически на улицах нету, все машины уже поставили и сидят дома, чаек пьют. И это я только вот один катаюсь по городу, пытаюсь вас как-то просветить. На площади очень много народу, очень много ребятишек катаются на самокатах, на этих скейтбордах. Вон мячи летают, там вообще что только нету. Молодежи очень много, школьников, да и детсадовского возраста. И просто мамки гуляют с колясками. В общем, город проснулся, весна пришла, май в разгаре. Днем вообще прямо, знаете, припекает, солнышко греет. Одно удовольствие просто находиться на улице. Но мы работаем. Мы работаем. Честно сказать, днем некогда заниматься прогулками по городу. Смотрите, площадь вся забита ребятишками. Ну, а Ленинградский проспект пустой. Никого нету. Я говорю, действительно, люди уже по домам разбежались. Ломают ресторан Харбин. Просто уже смотря, вон палки какие-то торчат из-за забора, и все. Интересно, какой же там будет у нас проект. Что там построят? Может быть, еще один супермаркет, как обычно. Ну, что у нас еще могут? Ну, скорее всего, по плану какой-нибудь супермаркет. А может, будет пустырь. Одно время, помнится, получается, да, на месте этого Харбина как раз я помню время, когда ничего не было. Там было просто пустое место и ничего не было. Люди просто ходили и все. Смотрите, вот мы выехали сейчас на улицу 40 лет октября. Получается, здесь у нас вот общежитие слева, потом 51 и 54 садики. Вот новая девятиэтажка. А когда-то на месте этой девятиэтажки, и вот чуть дальше сюда вот стояла первая столовая. Я еще помню те времена. Вот здесь, да, помню, на месте этих девятиэтажек и стояла первая столовая. Я как сейчас помню, это была, в принципе, такая хорошая, добротная столовка в городе. Одна из самых больших. Народ прям, кто, ну, работяги, все ходили туда. Там, по-моему, кулинария какая-то была. Ну, кто помнит, конечно, друзья, обязательно напишите, потому что я многие комментарии помню, люди мне писали, что первую столовую они ходили. Я помню ее уже, когда потом, ну, я тоже в ней обедал, потом помню, что ее снесли, остались одни сваи. И они так долго-долго, эти сваи, торчали из земли. Но так получилось так, что я частенько почему-то ходил мимо этой первой столовки. Почему, я не помню. То ли на автодело я ходил и мимо нее проходил постоянно. Автодело у нас было во второй школе. Так. Вот она, наша школа номер 2. Или я путаю? Может, это первая школа? Я знаю, что я в этой школе голосую. Улица 40 лет октября, дом 12. Ну, короче, напишите мне в комментах.
прав я или нет. Первая это или вторая школа. По комментариям немножко пробегусь. Андрей Чуркин пишет: здесь родился я и вырос, отсюда уехал, жил, как сейчас говорят, в Европе. А сейчас приехал в страну обратно, но все равно смотрю эти видео и сердце сжимается, ведь так все знакомо до боли. Всеми улочками прошелся с вами и всех этих людей помню. Ну да, вот такие даже комментарии пишут нам. С праздником Христос воскрес, Татьяна Шепель пишет. Счастья, благополучия, удачи всем и во всем много светлых, радостных дней. Большой привет с Украины из Запорожской области. Блин, Украина, всем привет тоже. Молодцы, что пишете, что смотрите. Константин Скоробогатый тоже привет с Украины. Ну, блин, сколько у нас подписчиков-то оказывается на Украине, елки-палки. Или в Украине, как правильно? Напишите, как правильно говорить. Мечта проехать в Мирный и не в качестве предпринимателя, а туристом. Константин Скоробогатый нам пишет. С праздником Пасхи, Андрей, добра, тепла, любви, света. Радуюсь за тебя и за Мирный, что появился у него хороший блогер. Да, хороший блогер появился. Ну, не знаю, хороший, не хороший, это вам решать. Но какой есть. Спасибо вам огромное за этот фильм. С праздниками вас, когда смотрю на свой родной город, где я родился, меня такая ностальгия накатывает. Да, друзья мои. Опа, сейчас поворот включу. Блин, одной рукой и снимать, и рулить. И читать еще комментарии, елки-палки, друзья мои. Ну, как могу. Христос воскрес, всем здоровья, благополучия, счастья, удачи во всем. У нас сегодня в Крыму плюс 28. Крым, тебе огромный привет. Друзья мои, а вот еще с удовольствием смотрю все видео, становится радостно на душе. Всех с майскими праздниками поздравляю, удачи всем жителям нашего любимого города. Ура! Это, конечно, не первомайские возгласы, но все равно огромное всем спасибо, друзья. Родные окна в детство увидел, Советская 6, браво, спасибо. Друзья мои, вот сейчас выезжаем с площади Кривошапкина на улицу Советская, проскакиваем на зеленый мигающий, на желтый и пролетели, все, пели. Друзья мои, а как вы смотрите на то, чтобы устроить нам стрим? Честно вам скажу, я никогда их не устраивал и не знаю, как это делается. Я знаю, что многие блогеры устраивают их, ну, сидят там такие за столом, что-то там рассказывают, к нему подключаются в онлайне все подписчики, ну, у кого все, у кого там 100 человек, у кого 150. И вот думаю, если, может быть, нам тоже 9 мая, например, я так предполагаю, 9 мая, напишите, пожалуйста, мне все в комментариях, какое будет вам время удобно. Я думаю, что днем, например, по нашему времени будет неудобно, потому что плюс 6 к московскому от нас. Нет, минус 6. Да, то есть получается, у вас будет такое раннее утро, что мы даже не успеем с вами, вы даже еще не проснетесь. А если у нас будет, например, 6 вечера, у вас будет 12. Может быть, в Крыму. Да нет, у вас тоже московское время, да, в Крыму. По 12 часам по московскому времени. Я такое предложение делаю. Например, 6 вечера, да? 9 мая, 6 вечера по Мирнинскому. Это будет 12 часов по московскому времени. Ну, будет ли вам удобно так или нет, давайте устроим стрим. Я не знаю, как это делается, если честно, но я где-нибудь прочитаю. Попробуем. Я думаю, что просто вам нужно будет писать комментарии, мы будем их читать в прямом эфире. А что мы будем еще делать? Что мы еще будем делать? Я думаю, мы будем просто можем по городу покататься, побывать в онлайне, побывать в различных местах достопримечательностей. Допустим, на Вилюйском кольце, можно в парке. Давайте вы будете, пишите тоже в комментариях, на каких местах бы нам хотелось побывать, что увидеть. Вот такие вот дела, друзья. Пишите в комментариях обязательно. Если вы согласны поучаствовать в стриме, я думаю, там ничего страшного нет, за это никто не укусит. Я думаю, что надо попробовать для увеличения
количество подписчиков и для привлечения к нашему контенту обязательно давайте постримим. Давайте, может быть, действительно нас соберется все 2500 человек подписаны на наш канал. И все мы будем писать комментарии, будем общаться, немножко там побалдеем, походим по городу, поездим по городу, почитаем комментарии. Не знаю, что из этого выйдет, но это, я думаю, будет вообще интересно. Я смотрю, многие прям блогеры, даже неизвестные, стримят. Блин, такие интересные у них получаются выпуски. Помните, там было такое предложение, я извиняюсь, улица Солдатова, мы проезжаем Солдатова. Были предложения устроить там чаепитие в кругу там друзей, знакомых, да. Ну, пока я не готов на это, но давайте попробуем постримить. Это будет даже интереснее и веселее. Что еще интересного? Давайте почитаем еще комментарии. Вот мне пишут Сергей Матвиенко. Спасибо за суперское видео. Андрей, вот это действительно классный подарок. Вот, это я так понимаю по нашему видео о городе Мирном. Визитная карточка. Все сделано на высоком уровне. Думаю, сам не раз пересмотрю данное видео. Ностальгия берет свое. 15 лет жизни на севере. В городе Мирном, поселке Алмазный. Не выкинешь никуда. Да и это невозможно, хотя сам живу в Москве. Но частичка души все равно в Мирном. Пересмотрев данное видео, как в городе побывал, судьба сложилась так, что вынужден был уехать из Мирного. Вот. Где тут я что напечатал-то? Я же распечатываю. После очередного сокращения Алроса. Так скучаю по северу, но, увы, обратной дороги нет. Север — это не Москва, там жизнь другая, природа другая. Будет возможность, обязательно приеду, но уже в качестве гостя. А так, конечно же, город прекрасный, но, увы, перспектив в нем нету. Ну, зря вы так. Ну, есть для определенного круга людей. Ну, я, может быть, даже здесь и соглашусь. Для определенного круга, может быть, и есть. Беда всех регионов России, куда бы ни приехал, вот такие жизненные реалии. Ну, действительно, ничего не поделаешь. Жизнь берет свое, она движется вперед, приходят новые люди, приходят новые руководители, и начинается все по новой. Вот мы проезжаем сейчас в магазин Новый Северянка на улице Амосова. Так, друзья мои, сегодня очень короткое видео, я не буду его сильно затягивать. Главное, я мысль свою сказал, надо ли нам постримить. Попробуем, да? А пока на сегодня заканчиваем наш видос. Мы проездили немножко, посмотрели, почитали комментарии. И я думаю, что на этом пока сегодня ставлю точку. Друзья мои, не забываем внизу подписаться. Внизу там, видите, значок новый появился с моим логотипчиком. На него наводим мышку. Он показывает подписаться. Мы хлоп, и мы все на нашем канале. Друзья мои, огромное всем спасибо. До новых встреч. Доброе утро, товарищи! Радостно и торжественно встретим первомайскую демонстрацию. Ура, товарищи! Смотрите, как празднично выглядит город. Весь нарядный такой, весь в флагах, транспарантах и различной другой атрибутикой. Сейчас мы с вами направляемся на центральную площадь города, площадь имени Ленина, дабы принять участие в праздничной демонстрации трудящихся, посвященной 14-летию победы социализма в отдельно развитых странах. Итак, к площади приближается колонна
работников автосервиса. Они кричат: ура, товарищи! К площади приближается колонна автобазы Мирницкого ГОКа. Ее возглавляет автомобиль БелАЗ, украшена транспарантами, флагами и шариками. Да, вот так мы торжественно встречаем 1 мая. А тут к площади приближается УАЗик фабрики номер 3. Да, никого сегодня на площади нет, кроме отдельно гуляющих граждан. Ну что ж, пойдем хотя бы посмотрим, как украсили город празднованием 1-9 мая. Погода сегодня, на удивление, действительно шикарная. 1 мая. Я думал, что, как обычно, знаете, собираемся утром в колонны, и идет снег. Но единственное, что было полезным, это положительным, то, что разогревали народ уже заранее, прямо во время построения колонн. Кто где, каждая организация по-своему выстраивалась. И там был специальный автобус, специальный человек, который стоял на разливе. И водочка, коньячок, все было, закусочка, бутербродики. Все это, ну вот, не знаю, в советские времена, как это было, но это было, в принципе, все на добровольных началах. А вот уже последние годы, когда мы проходили демонстрации уже в 2000-х годах, то предприятия подогревали. Именно про то, что я сейчас рассказывал. Что, дедушка Ленин, вот дожились мы до того момента, когда мы уже не ходим на демонстрации. Вчера город вылезали весь, убирались, собирали все мусорки, бумажки, все убрали, подготовили город к праздничной демонстрации и не разрешили. Не знаю, к чему это все идет. Товарищ основатель первого в мире социалистического государства. К чему это все идет? Либо это совсем скоро, как говорится, придадут в лету, либо все-таки закончится эта пандемия. Ведь люди уже почти приготовились, уже разрешили, все. Шахтеры уже получили новый комбайн, нарядили его, подготовили к прошествию по центральному, по улице Ленина. И, увы, ничего не получилось. Вот такие вот дела. Вот так мы сегодня празднуем 1 мая. Вот так сегодня проходит демонстрация трудящихся. Смотрите, это я. Всем привет. Мир, труд, май. Друзья, всех с праздником. Поздравляю. Друзья мои, вчера я выложил для вас такой ролик с старыми фотографиями. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как вам он понравился, какие у вас чувства были при просмотре его. Мне просто будет интересно. Я сам его пересмотрел, пока монтировал, это одно, и потом еще пересматривал, думал, вдруг что-то не так, вдруг что-то мне где-то я накосячил. Да нет, вроде все нормально, но я говорю, я его раз 20, наверное, посмотрел. Потом думаю, нет, еще раз посмотрю. Уж больно мне понравился, тем более, честно вам скажу, я не сдержался и там добавил фотографии. Опа, закрыто. Добавил фотографии своих родных. Там мой папа и мама. Да, счастливого на пути. Спутники найдены, спорим? Спутники найдены. Вот так вот. И добавил фотографии своих родных, конечно. Ну, не без этого. Я думаю, хуже от этого ничего не стало. А мы едем дальше. Посмотрим, как празднуют демонстрацию
в других районах города. Теперь посмотрим, как проходит демонстрация в других районах города. О, фига себе. Мы даже успели на зеленый. Итак, к площади приближается колонна школы номер 12. Ура, товарищи! Да, эту школу я заканчивал 12-ю школу, поэтому решил ее тоже сегодня провести по площади имени Ленина. Так, ну, насколько вы помните, да, демонстрация в 70-х годах, не знаю, 80-х, она проходила от шоссе Кирова и в сторону центральной почты. Да, направление движения было именно такое. Вот. И много фотографий тому подтверждения, которые я вот в последних роликах выкладывал, старые фотки. Да, именно так, именно вот движение было в ту сторону. Там прям много-много видно таких фотографий. Солнышко сегодня на востоке, потому что сегодня еще утро, время даже 11 часов нету. Ну, это нисколько не портит наш сегодняшний выпуск.